В сложившейся ситуации предприниматели вынуждены искать выходы. Многие торговые точки закрыты, другие сокращают объемы производства. А кто-то продолжает оставаться на плаву. Сергей Михедов поговорил с одним из молодых предпринимателей и узнал, что может помочь бизнесу. Артур Аржаков в бизнесе уже 4 года. Компания «Ягоды Якутии», у руля которой он стоит, производит сиропы, варенье и воду под известной практически каждому якутянину торговой маркой «Кюн». Кроме того, предприятие реализует мясные полуфабрикаты и доставляет готовую еду. Все производство экологически чистое и только из местного сырья. По словам Артура, ограничительные меры в связи с COVID-19 серьезно сказались на его деле. Падение покупательского спроса очень заметно на продукцию местного производства, на довольно дорогую продукцию. Да? У нас, получается, есть очевидное снижение продаж. Вот сейчас мы так понимаем, что люди больше ориентированы на удовлетворение своих первичных потребностей. Сократились объемы производства, соответственно, и технологи в цехах работают меньше. В неделю 4 рабочих дня вместо 6. Все на производстве трудятся в масках. Усилены и санитарные правила. Генеральные уборки раньше были раз в неделю, теперь у нас каждый день идет апробация, санация всего помещения. Бактерицидные лампы у нас сейчас работают в присутствии людей. Ну и дезинфекция у нас идет 2-3 раза в день. А раньше это делались в конце рабочего дня. Трудностей прибавилось, но, как известно, кто ищет выход, тот всегда его найдет. Не зря предприниматели от слова «предпринимать». Теперь основной акцент вместо розничной торговли компания «Ягоды Якутии» делает на доставку продукции прямо до дверей, причем бесконтактным способом. Чаще всего люди берут готовые и также замороженные продукты. Это манты, бузы, китайские пельмени, также местные и фарш. Все это через телефон, то есть у курьера тоже есть в телефоне эта программа, которой мы пользуемся, и он видит то, что есть заказ, и то есть мы даже не контактируем между собой. То есть это все делается удаленно. Рассуждая о возможных выходах из ситуации, то, конечно, Артур рассчитывает в первую очередь на себя и знает, какие меры поддержки точно помогут малому и среднему бизнесу не оказаться на дне. Сейчас очень много зависит от тех мер поддержки, которые наше республиканское руководство разработает для нас. Да? Сейчас надо конкретно говорить о каникулах, то есть если это кредиты, то о времени, когда проценты не начисляются. Если это аренда, то это аренда, которая не начисляется. Если это налоги, то если за прошлые периоды, например, то это отсрочка платежа может быть, но налоги, которые начисляются в этом году, это должны быть каникулы. Предварительно режим введенных ограничений сохранится как минимум до конца следующей недели. Многим предпринимателям приходится затянуть пояса, приспособиться и продолжить поиск новых возможностей. Ведь после преодоления трудностей навсегда остается опыт, а для бизнеса это бесценный ресурс. Впрочем, как и для любого дела. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск.